Смотрите. При изготовлении ножа самое сложное – это продажа. Меня зовут Сергей Николаевич Оконешников. Псевдоним у меня Ойгор Ус. Я родом из Терниколымского улуса, поселок Оюсардах, и взял свое имя Оюсар. Я второе поколение кузнец. Мой брат родной кузнец, и сыновей своих учу кузнецу быть. Сегодня будем ковать нож якутский, таттынский, родом из Татты дол, большой дол. И будем ковать таттынский нож. Ну вот материалы, которые я работаю. Есть вот 95 Х18 нержавейка. Есть для варгана АУС 10, купил через интернет. Есть КМФ-ки вот и 40-ка. И есть еще один материал, камень, который я делаю вот якутские ножи, булаты там из кричного железа. Вот именно вот из таких камней берется. И есть вот такой ХМФ-ка, ради узорчатого там КМФ-ки я делаю, вот отрезаю кусочек и кую вот по горизонтали. Рукояти ножей я делаю из капа березы и корейского березы. Больстер я делаю рог горного барана, потому что она, во-первых, лосиный, рукам отдает холод, а рог барана именно как бы этот, холод не отдает она. Ага. Вот. И желательно я не делаю железными, потому что вот зимой, когда 60 градусов, ты этим ножом не будешь резать, потому что она вот примерзает в руке. Ножны делаю вот стапковой деревяшкой, чтобы она не болталась, во-первых, и когда вот ты падаешь, вот, чтобы ножна не сломалась и тебя не поранила. Хвост быка обтягиваю, вот, и она сама сушится, вот, и сама берется. И здесь загинаю, чтобы внутрь. Делаю из кожи тоже вот своими иероглифами, якутскими, вот. Это посмотрим, вот, как будем делать. Печку нагреваем до 900 градусов. Обычно я регулирую подачу воздуха и подачу газа. Сперва нагреваю до 1000 градусов, потом постепенно, когда вот металл тоньше становится, я и газ убавляю, чтобы слишком не нагревалось. Ждем, пока вот металл нагреется. Сперва я начинал работать плотником, потом мастером по дереву работал пару лет, потом перешел на железо. Материалы, цены подорожали, вот поэтому сперва помус делал, варган, потом на шип перешел. Я сам самоучка, никто не учил. С детства кую, а так-то я 17 лет работал в котельной, и там, чтобы убить время, ковали себе ножи, потому что там кузнецов у меня в селе Оюсардах не было. А отец ковал
они, пешню, койко и делал лодки, печки железные, вот поэтому и смотрел, учился. Ну, в основном бытовые такие предметы делал. Черную заготовку закончили. Сейчас будем ковать дол. Для начинания дола я большой молоток беру. Именно вот округленным. И загинаю вот так. Дол я где-то в середину подхожу, я газ убавляю, чтобы металл слишком мягким не был. Ну что, чуть-чуть потверже было. Вот это именное мое клеймо сделал сам из подручных железа. Марку железа не знаю, потому что мягкая она. Сейчас будем закалку делать на воздухе. Сейчас я достану ножи и будем воздухом обдувать, чтобы закалилось. Потом посмотрим. Все. И между ними продуваем. Все, пускай остынет. Все, закалка закончена. Ну, следы узора, это просто символичные вот узоры. Ну, мы как бы идем по этим. Кому-то нравится, ну, потребности людей. Вот, например, я сделал вот якутский нож, вот, хвост быка.
Вот. Ну, вот таким узором, вот, например. Это сталь Макоме, я заказал вот в интернете. Рукоятка кап березы. Вот, долг широкий тоже. Если она широкая, вот, ее надо только точить здесь. Вот видите? А здесь у него прямой спуск. Ну вот, следы вот такие я делаю. Ну, это больше, чем украшение. Вот. Вот. А вот есть лось и лес. Лес стоит и лось. Это бы как бы этот мой псевдоним Оюгар Ус. И это лось. И вот поэтому я забиваю лося. Ну, как бы именной нож получается. Вот такой вот заготовку вот расковал. И сейчас будем точить, ну, чтобы форму передать еще. Чтобы вот в рукояти она не болталась, я делаю вот такие вот длинные, ну, больше половины. Ну, при ударе, при сильном нажатии она не шаталась. Вот. Сейчас буду вот спину вот прямую сделаю, потом чуть-чуть наклоном сделаю. Чтобы вот, когда вот кожу животного распороть, она, ну, как бы это хорошо вошла. Чуть-чуть надо с наклоном делать впереди. Умный поймет, дурак поймет-то не поймет. Якутского ножа форма такая, чтобы строгать. Ну, во-первых, в старину не было железа много, и поэтому вот дол большой, широкий делали, чтобы больше металла не точить, и чтобы легко дошла в мясо. Нож по назначению это был кухонный нож, ну, для быта. И ножом все делали. Ну, строгали, костры жгли. Ну, бытовым изделие все ножом делали раньше. Якутский нож, ну, в большей мере, это инструмент для работы, для кухни. Это не оружие. Все, вот черную заточку закончили. Почему черная? Вот потому что вот перед закалкой вот расточил, после закалки на финишную пойду.
заточу, потом финишную вот, полировка будет, и все. Чем я отличаю вот от нержавейки и полунержавейки? ХМФки у нее есть такой узор маленький. Если шлифанить, ее не видно будет. И когда вот после закалки вытаскиваешь, она окисляется на воздухе и становится металл черным. А вот сороковка, она вот такой красный, зеленый оттенок у нее есть. Вот это нержавейка 40К13, а это ХМФка, полунержавейка. Ножик закалили, отпустили. Сейчас будем тестировать. Лопнет, не лопнет. Поднимаю ногу. С другой стороны. У меня вес 110 килограммов. Вот. На упругость проверили, не лопнуло. Сейчас проверяем кончик. Вот, смотрите. Проверяем лезвие на твердость, на бутылку. Царапает, не царапает. Твердомера нету, вот поэтому, 59, там 58 есть. Не 62, там, нормально. Упругая, твердая. Первый тест мы провели, нож выдержал. Сейчас будем его затачивать. Подкову мне вот тесть дал. Он сам из Хабаровского края. И вот мои сыновья здесь вешали, чтобы носил удачу там, чтобы всегда было здесь удача. И чтобы работа не останавливалась. Главное вот для кузнеца, чтобы горн не остыл и наковальня не остыла. 1500. Поточил. Да, сейчас как бы не финишный, но заточка есть. Сейчас на другом слесарном станке я буду делать точильном станке финишную заточку. Надеваю вот увеличительные очки, чтобы хорошо видеть лезвие. Финишное, тестирование кончика вот на бруске. Не сломалось, значит это хорошо. Сперва я делаю 240-м, потом 400, потом 800.
Сейчас первую лезвие сломаем на кость. И потом будем полировать. Вот, видите, лезвие, она как бы не прямая, а как бы зубило у нее. Насколько шлифуется, она лезвие становится прямым. Но все равно как бы после шкурки остается вот такие зубила. И через полировку мы убрали ее. Все, лезвие готово. Сын мой вот заготавливает на ножны проставку. Вот. Он у меня младший сын, старший в учебе. Вот, он помогает мне с детства, и опытный кузнец тоже. Деревянную ставку каждому отдельно делаем. Вот этот кап березы, который я сам в прошлом году собрал, скипятил, высушил, а этот заказал из Белоруссии. Чем она отличается? Ну, она, короче, прямая, вот из-за этого она не гнется. А вот здесь у него выращено вот по этим, как бы, как Дамаск идет. И из-за этого может гнуться, когда вот дождь попадаешь или где-нибудь, когда вот сырость почувствует, она гнется. Например, вот этот кап, который никогда в дождь, там, мороз никогда не был, он просто лежал дома, и она вот такая. И из-за этого вот в последнее время кузнецы выбирают лучше, чем кап, лучше вот березовый кап, то есть карелку. Потому что она не гнется, не слишком гнется, но как этот кап березы.
В основном вдохновление у меня идет от, ну, как бы самоучка, вот поэтому я хочу вот научиться более вот такому древнему искусству делать настоящие якутские ножи из кричного железа. Что мне вдохновляет, но, во-первых, есть на якутском ноже спрос, и этим спросом я занимаюсь своими вот такими, ну, финансирую свои научные труды. Это обычная кожа. Ну, вот, например, вот это твердая и вот эта твердая проставка. И между ними материал есть, который вот удерживает больстер и кап. Если там ничего не будет, если малейшая неровность, и можно проставка вылетит. Вот, поэтому я ложу вот этот материал, кожу. Вот это мы заклеили больстер. И затянули, чтобы вот плотно сидел. Получился вот так. Вот такой вот, как называется, угол специально оставляю, чтобы при заточке она выравнивалась. А если она ровная будет, она как при заточке, она как юбка станет. Вот поэтому я вот такие вот оставляю нарочно. Ну, при заточке она равняется.
Сперва заказываешь у нас ножка, потом себе делаешь. Специальные у меня узоры есть, якутские. И будем на коже теснение делать. Ну вот что получилось у нас. Все. Так. На YouTube только будешь выкладывать, да? Просто у меня YouTube нет.
общем и целом, при изготовлении ножа самое сложное – это продажа. Если 10 человек, значит 10 мнений. Все. На сегодняшний день один нож закончить. Кожа вот защитным слоем, и мы покрыли вот шов защитным слоем тоже, чтобы не промокало. Вот. Сталь Х-12 МФ, все российские потребители знают эту сталь. Это весьма популярная сталь. И все якутские ножи, почти якутские мастера делают из этой стали.